День энергетика очень символично отмечают 22 декабря, в самый короткий световой день в году. Действительно, благодаря работникам энергетической промышленности, даже в самые темные и холодные дни в каждом доме есть свет и тепло. Сегодня на территории нашей республики коми-коммунальные технологии передают треть всего объема электрической энергии. В зоне ответственности объекты в 18 муниципальных образованиях. Ежедневно компания обеспечивает энергией почти 11 тысяч потребителей. Цифра продолжает стабильно расти. Так, например, в этом году электроэнергия добралась до квартала индивидуальной жилой застройки, детского сада яслей, газовой котельной и общеобразовательной школы в местечке Печепашня села Выльгород Сыктывдинского района. Инвестиционная программа – это в основном новое строительство, увеличение мощностей и реконструкция существующих электросетей. То есть все это идет для улучшения и для нового электроснабжения новых строящихся объектов. Вот на таких, как мы с вами уже были, к примеру, ЖК «Солнечный», улица Тентюковская. Также на Лесопарковой подстанцию построили ТП-301. Это уход от старых электросетей, то есть увеличение как мощности, так и качества, надежности электроснабжения потребителей. Еще одна важная составляющая инвестиционной программы, которую реализуют коми-коммунальные технологии в регионе – приведение в нормативное состояние уже имеющихся ветхих сетей. Часть коммуникаций в республике уже давно требуют замены. Особо остро вопрос стоит в отдаленных населенных пунктах. Сам по себе процесс комплексный и зачастую включает в себя, помимо обновления самих проводов, замену опор и уличного освещения, а еще оптимизацию самого процесса. От лишних точек присоединения уходят. Благодаря такой комплексной работе риск аварийного отключения или сбоев при электроснабжении потребителей сводится к минимуму. Часть запланированных объемов работ в этом году удалось выполнить с опережением графика. И это несмотря на разыгравшуюся во всем мире пандемию. В условиях коронавируса предприняты все меры по обеспечению надежности работы компании. Подразделения, отвечающие за бесперебойное электроснабжение потребителей, переведены в режим повышенной готовности. Скорректированы планы ремонтных программ в части минимизации отключения у потребителей. Также особое внимание уделено надежному электроснабжению социально значимых объектов, а также переходу на дистанционные формы взаимодействия с потребителем. Компания продолжает работу по обеспечению технологического присоединения. Еще несколько результатов этого года. В работу ввели трансформаторную подстанцию для электроснабжения реконструированного республиканского стадиона в Сыктывкаре. А в деревне Габово Усть-Куломского района на дизельной электростанции и вовсе, наконец, появилась своя система накопления электроэнергии. Теперь жители отдаленной деревни пользуются благами цивилизации не по графику, как было раньше, а круглосуточно. Сейчас компания прорабатывает вопрос оснащения такими системами дизельных электростанций в других труднодоступных населенных пунктах региона. Впрочем, что важно, коми-коммунальные технологии не только производят и транспортируют электроэнергию. 5 лет назад по заказу правительства республики в Сыктывкаре была построена теплоэлектростанция для утилизации древесных отходов. Сам процесс экологичный, степень очистки электрофильтром составляет 99%, а полученная энергия поступает в дома микрорайона Лесозавод. ТЭС Сыктывкарская является энергетическим объектом. Основная установленная электрическая мощность 4,8 мегаватта. Станция состоит из непосредственно самого энергоблока. Это котельный, турбинный цех, участок измельчения и сушки. И лаборатория находится за вами для анализа производственных вод и биотоплива. Основной потребитель – это общегородские сети города Сыктывкар. В настоящее время с администрацией города Сыктывкар заключен договор на утилизацию несанкционированных свалок кородревесных отходов. Договор планируется к выполнению до конца 2021 года. И все же главное богатство компании – сами люди и их энергия. На сегодняшний день в коми-коммунальных технологиях трудится более 500 человек. Каждый профессионал своего дела, с опытом и желанием делать жизнь других комфортнее и лучше. Строительно-монтажные бригады работают по всей республике и часто в непростых условиях нашего севера. Правда, как говорят сами специалисты, метели и низкие температуры лишь закаляют характер и дают понять, что все цели достижимы. Планы, которые были сформированы на 2020 год акционерным обществом, выполнены в рамках инвестиционной и ремонтной программы. Инвестиционная программа продолжается. В 2021 году намечены мероприятия, которые направлены на энергосбережение, на капитализацию компании.
В задачах стоит модернизация объектов электросетевого хозяйства в республике. В настоящее время проводится большая работа по присоединению компаний без хозяйных объектов электросетевого хозяйства. Это кабельные воздушные линии, трансформаторные подстанции, ну и другое оборудование. На следующий год компанией запланировано немало. Это и внедрение в работу аппаратно-программных комплексов от автоматизированной системы учета электроэнергии и оснащение точек поставки электроэнергии интеллектуальными системами учета. Продолжатся работы и по комплексному восстановлению ветхих сетей, переданных на баланс Комикоммунальных технологий. Но вот что точно останется неизменным, так это надежное и бесперебойное электроснабжение потребителей, выполнение инвестиционной программы и, конечно же, здоровье персонала всегда будут в приоритете.